Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». Здравствуйте, на календаре вторник, 22 ноября. В студии Екатерина Данилова. На 9% с 1 декабря увеличатся тарифы на коммунальные услуги в Чувашии. А в некоторых муниципалитетах республики платежи могут вырасти на 11%. Об этом сообщают в Госслужбе по тарифам. Изменения коснутся расценок на горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов. Напомню, это уже второе повышение за год. Первый раз тарифы на ЖКХ правительство страны повысило с 1 июля. Тогда рост составил 4%. В Минэке объясняют, двукратная индексация сейчас связана с тем, что коммунальной инфраструктуре необходимы средства на поддержание бесперебойной работы. Насколько вырастет сумма в платежках и когда планируется следующая индексация тарифов на ЖКУ? Эти вопросы сегодня поднимут во время брифинга. Подробности мы расскажем в наших информационных выпусках. А теперь новость для тех, кто в следующем году планирует сесть за руль и получить права. С 1 марта приносить справку о состоянии здоровья в ГИБДД не нужно. Сотрудники госавтоинспекции получат ее сами в электронном виде. Однако медкомиссию все равно предстоит пройти. Данные от Минздрава сразу поступят в ГАИ. Ну а тем, у кого срок действия прав истекает до 31 декабря 2023 года, разрешено их пока не менять. Такими водительскими удостоверениями можно пользоваться еще 3 года. К примеру, если 10-летний срок ваших прав закончился 1 июля 2022 года, то новые документы вам необходимо получить до 1 июля 2025. Соответственно, если водительское удостоверение действует до 31 декабря 2023 года, поменять вы его сможете вплоть до 31 декабря 2026. Сегодня в Чувашском драматическом театре премьера мюзикл «Ночь прощания». Поставил спектакль народный артист СССР, лауреат Всероссийской национальной театральной премии «Золотая маска» Валерий Яковлев. Это по мотивам пьесы Веры Пановой «Проводов белых ночей». Мне самому пришлось там дописать по замыслу режиссера около 7 или 8 эпизодов. Музыка – это чувашские самые популярные мелодии и песни. Они обработаны современной аранжировки. Это спектакль о сложных взаимоотношениях людей, о первой любви. Юная и наивная Нина знакомится с молодым журналистом Валерием. Девушка влюбляется в него, но для Валерика она всего лишь очередной эпизод в нескончаемом празднике жизни. Чем же закончится эта история, зрители узнают уже сегодня. Начало спектакля 18:30. Ансамбль гармонистов «Кожал» из Чувашии вышел в финал всероссийского конкурса «Талантливая Россия». Станет ли коллектив лауреатом, решать вам, наши дорогие телезрители. Открытое голосование уже стартовало. Отдать свой голос за наших гармонистов может каждый. Для этого необходимо до 1 декабря зайти на сайт www.talantrf.ru, зарегистрироваться и поставить галочку напротив названия коллектива из Чувашии «Кожал». Будем держать кулачки за наших гармонистов. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».